Пренебрежение элементарными правилами безопасности, строительство домов и торговых павильонов рядом с линиями электропередач стали поводом для рейдовых проверок сотрудников МРСК «Ингушэнерго». Нарушения охранных зон, как правило, могут привести к несчастным случаям, как это уже случилось недавно в Назране. О ходе проверки расскажет Микаил Тангиев. Первым делом сотрудники МРСК «Ингушэнерго» посетили зону линии электропередач, которая находится на пересечении улиц Чахкиева и Базоркина, рядом с рынком «Фабрика». Не имея соответствующего разрешения, неким частным лицом здесь была начата стройка объекта, практически прямо под электропроводами. Охранная зона предполагает запрет возведения каких-либо сооружений в радиусе 20 метров. Линия 110 киловольт, которая непосредственно располагается здесь, она двухцепная, значит, на одних опорах располагается две цепи, значит. То есть две линии 110 киловольт на одних опорах. Мы неоднократно писали письма во все надзорные органы Республики Ингушетия, значит, делали обращение к данному хозяину объекта. Но, как видно, хозяин этого объекта пренебрег элементарными нормами безопасности. К тому же у сотрудника возникает вопрос, законным ли путем было начато строительство. Раньше, чем приступать к строительству какого-либо объекта, должна быть разрешительная техническая документация, согласована со всеми ресурсоснабжающими организациями на территории Республики Ингушетия. А это кадры с камеры видеонаблюдения, на которого запечатлен несчастный случай, произошедший 10 дней назад на улице Чеченская, города Назрань. Двое работников подрядной организации во время проведения кровельных работ соприкоснулись с линией электропередач. На помощь пострадавшим пришел коллега, который также получил удар током. Все трое были доставлены в отделение скорой специализированной медицинской помощи при ИРКБ. Врачам удалось спасти только одного из них. Причина, по которому все это произошло, это нарушение охранной зоны. Надо было хотя бы отойти от крайнего провода, когда строился этот объект, также отойти от этого крайнего провода хотя бы метров 4. Это называют охранная зона, которую они нарушили. Вследствие чего то и произошло, убило 2 человек. В свою очередь, сотрудники МРСК «Ингушэнерго» регулярно делают предписания хозяевам объектов, обращаются в вышестоящие инстанции и делают все возможное, чтобы предотвратить нарушение охранных зон линии электропередач и чтобы впредь несчастные случаи подобного рода больше не повторялись. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.